Привет! Петр Амосов, народный депутат Республики Саха-Якутия. Сегодня поговорим об основном законе Конституции Российской Федерации. Она уже действует с 1993 года. Любое государство, когда оно вступает в свои права, суверенным становится и принимается Конституция, основной закон, по которому живет и руководствуется население. Поэтому, вот смотрите, да, мы в 20 веке приняли в 18 году, 24 году, 36 году, 1977 году и 1093 году. Мы помним с вами, что 1 июля 2020 года тоже принимали изменения в основной закон Конституции Российской Федерации. Республика Саха-Якутия была в этом вопросе очень активная, свои поправки, несмотря ни на свои политические взгляды, даже вот, кажись бы, основа партий, да, вот, например, в парламенте Республики Саха-Якутия, несмотря ни на большинство, Единая Россия тоже принимала активное участие. Поэтому я лично считаю, что народные депутаты Республики Саха-Якутия 6-го созыва – это очень ответственные товарищи, которые принимали очень активное участие при принятии внесения изменений в Конституцию Российской Федерации. И вот смотрите, если мы разделим вот эти года на какие-то периоды, то вот лично мне, например, нравится вот принятая Конституция, она называется Сталинская, в 1936 году по 1977 год. Это 40 лет почти, даже больше. Вот что мы получили от этой Конституции? Развитие, прогресс или наоборот минус? Нет. В 1936 году принимается Конституция и пошел прогресс. Заводы, фабрики, развитие получило очень сильное образование. Поэтому в 1961 году мы получаем освоение космоса. Но вообще все, что вот произошло по Сталинской Конституции 41 год, я считаю, что это была великая Конституция. По-другому назвать нельзя. Вот Иосиф Виссарионович, очень талантливый, и я считаю его выдающимся руководителем нашей страны. Поэтому вот слева меня вождь революции Владимир Ильич Ленин в 1918 году подписывает постановление об отпуске. То бишь, то, что мы вот каждый год отдыхаем, там проезды и так далее. Величайший человек, вождь революции Владимир Ильич Ленин, которому все люди благодарны,
Если кто-то не знает по происхождению даже отпуска, откуда он взялся, этот отпуск-то в России? Вот постановлением Владимира Ильича Ленина на территории Советского Союза, вернее, на территории России был введен такой так называемый отпуск. Разумеется, в 1922 году, когда образовался Союз Советских Социалистических Республик, Советский Союз, конечно, уже это было все готово. Мы получили социальное государство, которое здравствовало в 1991 году, до 1991 года. И вообще конституционный строй, вернее, строй политический, всегда основывается на конституциях, на основных законах любого государства. Какое государство ты хочешь построить, прочитай и посмотри Конституцию, и ты поймешь сразу, что здесь строится. Да, где-то есть плюсы свои, где-то есть минусы. Просто-напросто мы, когда в 1991 году вступали в новую эпоху нашей страны, когда Союза не стало, вы посмотрите сейчас, что творится. На стройках одни граждане бывшего Советского Союза. То есть, какая страна нехорошо живет, вот те граждане здесь и присутствуют. Но вы ни одного белоруса не увидите здесь. В начале перестройки еще белорусы были, граждане Белоруссии, сейчас их нет. Потому что Александр Григорьевич Лукашенко, президент Белоруссии, создал такие условия, что народ, наоборот, уезжает жить в Белоруссию. Вот так. Поэтому мы на основе изменений Конституции Российской Федерации, которое произошло 1 июля 2020 года, я бы хотел бы тоже увидеть такую страну, как Белоруссия. Чтобы у нас на прилавках были только продукты российского происхождения, а в зарубежье, пускай даже в Белоруссии, будут товары Российской Федерации. Вот тогда в действительности мы с вами получим очень развитое, хорошее государство. А пока, даже если вот я живу в городе Якутске, я вижу только в основном товары иностранного происхождения. Это есть очень нехорошо. Я хочу, чтобы были у нас товары самые необходимые нашего государства, именно российского происхождения, но никоим образом иностранного происхождения. Желательно, где штамп стоял бы, знак качества. Помните Советский Союз? Вот так должен быть. Штамп стоит высокого качества. И все. Вот тогда с нашей жизни исчезнут болезни и всякие недуги нашей жизни. Поэтому, когда вы придете голосовать 17, 18, 19 сентября 2021 года, вы проголосуйте за кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации Амосова Петра Револьдовича. И это обязательно, то, что я сегодня проговорил, то, что сбудутся наши мечты и появятся фабрики и заводы,
Мы это обязательно сделаем. Спасибо.